Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Здравствуйте. 27 марта текущего года Росгвардия отметила десятилетие со дня образования и 215-летие войск правопорядка. Ведомство обеспечивает безопасность, борется с терроризмом и контролирует оборот оружия. К юбилею в Якутске открыли профильный класс. Прошли торжественные молебны и мероприятия. Сегодня гость у нас в студии Сергей Челищев, начальник управления Росгвардии по Республике Саха-Якутия. Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, в Якутии в 2016 году вы возглавили эту новую структуру и вот прошли весь путь ее становления. Расскажите, как все начиналось и как сейчас? Вообще, Росгвардия взяла за основу создание внутренней стражи в Российской Федерации. Это 1811 год, указом императора Александра была создана внутренняя стража. Войска Национальной гвардии Российской Федерации, соответственно, свой отчет в современной истории берут с 5 апреля 2016 года, когда указом президента была образована войска Национальной гвардии. Основная задача – это обеспечение государственной и общественной безопасности, защита интересов граждан. С чем было связано создание структуры? Ну, мы знаем, что в современной истории у нас формы и методы, как говорится, нарушения конституционного строя в различных государствах, они приобретают новые формы и методы. В этих условиях, соответственно, была необходимость актуальное создание войск Национальной гвардии, которое оперативно бы решало все эти задачи. Вот так было создано управление. В управление вошли подразделения, соответственно, ОМОН, СОБР, подразделения лицензионно-разрешительной работы, госконтроля за оборотом оружия, подразделения вневедомственной охраны, а также авиационный отряд специального назначения. Приехала целевая комплексная группа, которая обеспечивала приемку имущества, объектов и так далее. Все было сделано в кратчайшие сроки. С нуля было создано управление по Республике Саха-Якутия. Угу. Ну и вот нередко мы слышим в СМИ о том, что о применении росгвардейского спецназа, Росгвардии. И вот вы, как известно, были до этого командиром якутского СОБРа, да? И вот как сегодня вы оцениваете профессионализм бойцов и ОМОНа, и СОБРа Росгвардии? За 10 лет эти подразделения достаточно прошли большой и быстрый путь, наверное, к профессиональному своему предназначению. На сегодняшний день эти подразделения могут решать любую задачу в любом районе нашей республики. Соответственно, они оснащены всем необходимым вооружением современным, техникой. Плюс, как я уже сказал, есть у нас и авиационные отряды, где в кратчайшие сроки может быть переброшен личный состав. Развивается система управления, вводятся новые, будем так сказать, подразделения с учетом тех угроз, которые сегодня существуют. Это РТКС, это робототехнические комплексы и системы. Соответственно, в подразделениях этих введены должности, которые обеспечивают как применение, так и противодействие этим всем робототехническим комплексам. На сегодняшний день, конечно, эти подразделения много провели специальных операций, мероприятий, в республике в том числе. СОБР свыше 175 подозреваемых в совершении преступлений задержано, свыше 500 правонарушителей. У нас в республике единственное подразделение в ОМОН, инженерно-техническая группа, которая обеспечивает идентификацию, обнаружение и уничтожение взрывных устройств, штатных боеприпасов, которые в сегодняшний день уже участвовали, наверное, в 39, свыше 39 общественных мероприятиях значимых, где их непосредственно работа, она серьезно, важна, и везде они применяются. Вплоть до того, что если есть какой-то предмет неопознанный, всегда коллеги вызывают, они осматривают, идентифицируют, если нет угрозы, соответственно. Угу. Отряды «Бизон» и «Алмаз». Почему такие названия? И вот немного подробнее об отрядах. ОМОН, «Бизон». Мы знаем, что бизоны вообще обитают в северных частях вообще света. Здесь у нас они достаточно хорошо себя зарекомендовали. Это сильное, мощное животное, спокойное, которое защищает своих детей, свое стадо. То есть отсюда название «Бизон» отряда. И это на самом деле большое подразделение
и функционал его достаточно широк. Оно решает спектр практически всех задач, возложенных на спецподразделения. СОБР, «Алмаз» характеризуется твердостью, чистотой своих помыслов. Ну, соответственно, при решении задач сотрудники не забывают об этом, кто они и почему их подразделение так называется. Ну и вот перейдем к теме СВО. Да? Можете рассказать, какую работу проводит Росгвардия по передаче оружия нашим бойцам? Значит, в прошлом году была серьезная развернутая такая программа по передаче оружия от населения. Соответственно, в районах республики сотрудники лицензионно-разрешительной работы проводили эти мероприятия. Свыше 1500 единиц огнестрельного оружия было передано на СВО. Данная работа, она продолжается достаточно активно. Население сейчас само уже заинтересовано. Для того, чтобы уже упростили полностью систему передачи, для того, чтобы передать оружие, гражданину достаточно просто прийти с паспортом, оружием, разрешением на его хранение, и все будет оформлено в кратчайшие сроки. Акция стартовала в прошлом году, в этом году продолжилась. Да, есть какое-то число, возможно, уже вот сколько было передано? Свыше 1500 в прошлом году. В этом году, опять же, у нас глава республики поддержал эту акцию, передал свое личное оружие. Я думаю, к концу года мы подойдем к хорошему такому результату, где каждый гражданин примет свое личное участие в победе в нашей общей. Какая еще работа проводится для поддержки наших ребят в СВО? Возможно, есть какие-то акции также? Здесь очень много. Наши отряды тоже выполняют задачи в специальной военной операции. Не обошлось у нас и без потерь. У нас в ОМОНе 3 погибших сотрудника. Это Максим Колодезников, Андрей Щепков, Александр Гундарев. Есть подразделение СОБР, сотрудник, который получил ранение и стал инвалидом. Я фамилию по этическим соображениям называть не буду. В любом случае семьям оказывается поддержка. Много предприятий и организаций, которыми мы взаимодействуем, они также помогают нашим сотрудникам. И средства противодействия, как говорится, беспилотным летательным аппаратам, потому что сейчас одна из основных угроз – это, конечно, ВВС. И там у нас сформированы мобильные огневые группы, которые также выполняют задачи на территории Луганской Народной Республики. На сегодняшний день там мы выполняем задачи. Ну что ж, к очень актуальным вопросам мы подошли. Вот для населения нашей республики деятельность лицензионно-разрешительной работы очень важна. Согласитесь, да? Вот какой апгрейд произошел здесь с момента отсчета существования Росгвардии, развития какое-то? Вы знаете, мы еще не так давно, наверное, помним, еще в начале, когда Советский Союз был, потом Российская Федерация, когда оружие выдавалось по амбарным книгам, когда его учет был не систематизирован. И очень большая работа в этом плане проведена полностью подразделением, лицензионно-разрешительным управлением, именно и центральный аппарат, и управление округа очень много решало вопросов. На сегодняшний день практически любой человек, гражданин республики, может получить эту услугу в электронном виде. Ему не обязательно приходить в лицензионно-разрешительную работу подразделения. Но есть обязательные условия, когда человек должен предъявить, как говорится, себя, паспорт, оружие. Тут уже без этих вопросов не обойтись. Но все эти мероприятия, да, ужесточено законодательство за это время было. Очень много реализовано предложений, в том числе и нашего ведомства, которые были направлены в Москву, центральный аппарат. На что они направлены? На одно лишь, чтобы гражданин, он чувствовал и ответственность за то, что у него оружие, и чтобы оно не попало в какие-то чужие руки. Все это направлено лишь на обеспечение безопасности граждан и тех же самых владельцев оружия. Какое подразделение в структуре ведомства самое многочисленное? Безусловно, это подразделение вневедомственной охраны, оно самое многочисленное. Сегодня в республике представлено 18 районов, начиная от отделения до отделов вневедомственной охраны. Это самые, будем говорить, оперативные подразделения, которые в кратчайшее время приезжают на помощь гражданам. Они
как охраняют объекты, так и участвуют в охране общественного порядка на улицах, где бы они ни передвигались. Они находятся круглосуточно на посту и всегда готовы оказать помощь гражданам. А в рамках охраны объектов, у них на сегодняшний день свыше 4000 только объектов, а если брать еще МХИГи, у них, начиная от гаражей, мест хранения имущества граждан, около 7000 различных объектов и форм собственности. То есть эти подразделения надежно защищают, охраняют. И слова, конечно, благодарности неведомственной охраны хочется в эти дни принести. Молодцы ребята, мы ими гордимся. Они всегда готовы с первых секунд вступить в схватку с правонарушителем. Неизвестно, где их ждет, на каком объекте, когда срабатывает КТС, что это, какой-то объект, который вооруженному посягательству подвержен, или это какой-нибудь бар, ресторан, где происходит массовое. Они всегда в готовности. Мгм. И вот как можно емко выразить пройденный ведомством путь за 10 лет? За 10 лет с нуля сформирована структура, которая готова оперативно решать любые задачи в любых условиях, в любой обстановке. Я считаю, что это своевременный, как говорится, ответ на те вызовы, которые были сделаны, как мы видим, в той же наших соседних братских государствах. На сегодняшний день, да, она вписалась в систему государственного управления, заняла свое четкое, такое надежное место. Мгм. Ну что ж, Сергей Геннадьевич, еще хотелось бы вот буквально коротко, на минуту, чтобы вы рассказали, как вы отмечаете свои 10 лет. Конечно же, у нас концерт. Конечно же, поздравления ветеранов. Большое им спасибо за ту поддержку, за те традиции, которые они передают нашим молодым росгвардейцам. Здоровья им и всего самого наилучшего. А также, конечно, мы отметили биатлоном. На стадионе «Юность» у нас 28 числа состоялись мероприятия, где СОБР «Алмаз» занял первое место. А так, в целом, конечно, в кругу семей и близких мы отмечаем эту дату, а также на боевом посту. Поэтому еще раз спасибо тем сотрудникам, которые в эти дни находятся на страже порядка. Ну что ж, Сергей Геннадьевич, спасибо, что вы уделили свое время, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.